Всем привет из солнечного Крыма, из Ялты. Маршрут дня сегодня у нас в Утес, Алушта. От Ялты до Утеса километров 22-25, где-то так. Едем на ЕМТБ режиме весь маршрут, потому что там то спуски, то подъемы, чтоб нам хватило на весь маршрут. Так, забыл включить кнопку снять ограничение скорости. Тут же чипы стоят на e-байках. Два чипа есть. Они ставятся на моторы Bosch и Yamaha. В основном вот эти два мотора. Значит, чип новый сейчас там чипы, они не сильно популярны. Wallspeed называется. Wallspeed, Bosch, генерация 4, то есть последняя модификация мотора. Вот. А есть чипы Speedbox. Они начались с первой, ну там типа Speedbox 1, Speedbox 2, КамАЗ едет. Speedbox 1, Speedbox 2, Speedbox 3. Вот Speedbox 3 это для последней модификации моторов. Вот, генерация 4. Вот, и у меня сперва я купил чип Wallspeed. Ох, яма, падла. Вот, поставил чип этот, и я думал, что он полностью снимает ограничения, а он только снимает до 45. То есть 45 и все, больше ты ехать с мотором не сможешь. Вот, поездил месяца 2 или сколько, и потом купил Speedbox 3, ну вот для этих новых моторов. Speedbox 3 снимает полностью ограничения, то есть ты можешь и 45 топить, и 50, и 60, если позволяет трансмиссия. Но вот я топил где-то, не помню где, нормально ровная дорога была, 50 было, 55 было. Вот. Но вот этих чипах Wallspeed, у них какая-то, какие-то бывают ошибки, типа там 502, 504, вот, там типа надо поездить на нескольких разных режимов, километров 20, типа там на туре, на ЕМТБ, и только тогда якобы пропадает ошибка. Либо там надо мастера, который
программном обеспечении Bosch разбирается. И вот он подключается к этому вот компьютеру Bosch и смотрит ошибки. Если есть, то он их как бы там устраняет. Так, мы проехали уже, выехали с Ялты. Направляемся в Никиту. Отрадная, Никита. Прохладненько сегодня. Но солнечно. Где-то градусов 10. Это у нас сейчас почти середина марта. МТБ, да, стоит у нас. Середина марта почти уже. Весна. Вон какая красота, горы. Горы зеленые. Горы зовут. Да. Красота, лепота какая. Кипарисы. Сейчас у нас поселок городского типа Отрадное. О, оно такое маленькое. Вообще. Маленькое-маленькое. Даже не знаю, с чем, с каким поселком курортным сравнить. Девчонка, что ли, пешком идет в Ялту. Прикольно. Ну, хотя, что тут пешком пройтись тут, наверное, минут, не знаю сколько, минут 45. А потом назад на маршрутку сядет и поедет, или на такси. Так вот, от поселка Отрадное можно сравнить, надо подумать с чем. Но вот взять, даже если Коктебель, то Коктебель больше. Орджоникидзе тоже больше. Может, типа как Береговое, Приморское. Так, по-моему, они тоже будут больше, чем Отрадное вот это. Вон оно здесь. Вон туда дорога идет. И там дальше чуток сейчас проедем. Тут есть, да, гостиницы типа Эллинги. Маленькая набережная. Вот такое место. Тихо-тихо вообще. Никаких ни клубов нету там, ни тусняка там. Вообще отдых тихий-тихий. Вот еще сюда спуск в Отрадное. Кактусы. Вон туда. Отрадное. Ну вот так и Никита тоже. Что там Никиты той? Маленькая набережная. И как бы раз-два и обчелся. Вон Отрадное. Убираются ветки
лишние убирают, обрезают кусты, готовятся к весне, прям такой же, к лету, после осени, после зимы. Да, сейчас где-то по температуре плюс 10. Такой прохладный воздух. Деревья цветут вовсю. Красота какая, ляпота. Да, красотища здесь. О, как дом строят. Прикольный домик строят. Вообще по Ялте, вот районы все Ялты, Алушты, вообще тут кататься столько мест. Каждый день можно в разные места ездить в разные поселки, города, разные там на Петре, там на всякие тропы разные. Троп этих только, я не знаю, в районе Ялты около 20. А то и, наверное, и 25 разных там. Царская, Солнечная, Боткинская, Узенбарская, Таракташская, там их, блин, столько, что все даже и не запомнишь, надо только записывать в этот телефон. Никита сейчас уже на подъеме самая маленькая звезда, что-то там она щелкает, не хочет переключаться нормально. Это тут с правой стороны комплекс построили новый. Продают эти апартаменты, квартиры. Вот в этом году его только, а не в этом, в конце вот этого 22 года закончили его.
Что это машины тут разъездились. Подъезжаем к Никитскому ботаническому саду. Вот он был, Никитский сад. Это получается западные ворота или какая-то сторона, как она там называется. Ну, есть же два входа здесь и там дальше вверху. Ну, вверху то понятно, то как бы центральный. А вот дорога на смотровую площадку в Никите. Это я куда всегда езжу, этот природный заповедник мыс Мартьян. Там, конечно, да, прикольненько. Виды такие. Лесок небольшой. Пошли подъемы до самой стелы аж. Красота. Вон я там езжу по верху. Вон, ну там. Так, что у нас по скорости что-то? Надо больше ставить звезду. Затерянный мир, 400 метров. Типа какой-то детский этот комплекс развлечений. Ну вот ЕМТБ одного деления у меня хватает на километров 15. Вот посмотрим, как сегодня. Но в принципе я хочу посмотреть, когда уже прям вообще потеплеет, там где-то в мае, как насколько будет хватать. Потому что я поставил же вторую батарею встроенную уже зимой, в декабре или в конце ноября. Да, то есть уже было холодно, как бы. Он Никитский сад, вход, красота какая, ляпота. Вот, и я зимой поставил, и как бы понятно, что зимой хватает настолько, а вот ближе уже там к весне, лету хватает уже побольше. Но я думаю, километров 5 должна быть разница между зимой, осенью и весной, летом. Ну, летом, естественно, на дольше
дольше, как бы, чем весной, осенью там. Летом вообще должно, наверное, хватать одного деления на километров 20, ну если на ЕМТБ. Ну вот посмотрим, да. Мне аж самому интересно. Здесь же у меня стоит 625-ка и 500-ка. И все встроенное в раму. 1125. Летом вообще можно ездить на такие расстояния 50 километров, 60 километров. На турбо вообще тупо ездить, да и все. Ну просто на тот турбо ты быстрее едешь, и времени у тебя больше хватает, чтобы поехать туда там. На ЕМТБ скорость одна, на турбо другая чуть. Так, пошли подъемы. Все, поднимаемся. Фух. Там деревья такие розовые, красивые. Эти магнолия и как она, сакура. И еще как-то называется. Деревья тоже розовым цветут. Раньше всех как-то сакура и как-то еще забыл, блин. Это он сюда поворот на этот заповедник мыс Мартьян. Все, едем к Стеле Никитской и на трассу. На трассу, Лена. На трассу до Алушты. Только нам не до Алушты, а до Утеса. Подъемы, одни подъемы. Ученики ездят. Так, 8 км. Я сейчас одену эту масочку. Так, прохладненько. Сейчас оденем маску, да.
Вот стела Никитская. Вон она. Стелла. Все, сейчас оденем маску. Ой, солнышко, да. Выехали на трассу. Вон Гурзуф. Деревья. Не видно ничего. Вон. Гурзуф, медведь. Ладно, мы сегодня едем не в Гурзуф. У нас сегодня маршрут в Утес. Где-то в Утес ехать отсюда где-то около часа. Думаю, за час доедем. Плохо, что нет дороги нижней. Так бы по нижней полностью. Там можно единственное до Партенита доехать. И в Партенит спуститься. И там где-то по Партениту, через Партенит выезжаешь на набережную Партенита. И там же рядом Утес. Но я хочу до Утеса доехать, потому что там мне нравится спуск в сам Утес. Я там хочу поснимать именно этот спуск в сам Утес. Так что едем нашей стандартной дорогой.
ученики ездят. Всякие куроводы, кукловоды. О, красота какая, обалдеть. Красота ляпота. Сейчас будет поворот на Гурзуф. Но нам дальше ехать надо. Вон красотища. Горы зовут. А вот кафешечка тут такая прикольная, с видом на Гурзуф. Музей магнитиков. Музей Чехова. Река Авунда. Подъем пойдет сейчас. Все, сейчас будет красивый вид на Медведь гору Аюдаг. Сейчас чуть дальше там проезжаем, и такой будет видок бомбезный.
Сейчас будет, наверное, еще подъем, да. Так себе, да. Чуточку. Давай, давай, выезжай, выезжай. На Мерси. Фух. Уже жарко. Да, еще пока едем. Где-то сейчас должен быть уже этот спуск. А вот он, да. Вот это вообще тут вид такой на медведя. Проехали 14 километров 600 метров. Вот он, видочек отсюда. Вот он, Мишка Аюдаг. Мишка Аюдаг. Все. Кипаристы пошли. Сейчас будет спуск и подъем сразу. Подъемчик такой. Артек. Сейчас будем выкручивать на подъем. Может подключить турбо? Или ну его нафиг? Не будем. Будем крутить на МТБ. Затащим и так. Вот на туре, конечно, в такой подъем ехать сложновато. А на МТБ можно легко. Фу. Затащили. Так, сейчас будет Партенит. Скоро уже. А за Партенитом утес. Утес Санта-Барбара.
Вот как раз одно деление пропало. 15 км на ЕМТБ. То все, уже больше таких прям суровых подъемов не будет. Велик тащит. На крыше везет велик. Он, Мишка отдыхает. Мишка. Раньше был пост, теперь поста нету. Теперь все в камерах. Везде понавешивали камеры. Погодка сегодня супер, вообще солнечно, солнечно. Нет, обманул я. Еще один подъем предстоит нам сделать. Так, по-моему, направо на Партенит. А нет, это еще не Партенит. Партенит дальше. КамАЗы носятся. На подъем идем. Лавровая. Лавровая направо.
полоса для нас. Заправочка, заправиться бы энергией. Дайте энергию нам. О! О-о-о-о-о-о! Что-то тут дорога такая. Грузовичок стал с товаром, что-то поломалось. Ялтинский луг, Партенит направо. Сейчас вот будет. А за Партенитом там километров 5-7 и утес уже. Партенит. Но надо будет как-то в следующий раз через Партенит поехать. Утес. Еще один подъемчик. Хороший асфальт, подъем такой легкий. Запрудная. Кстати, скоро поедем на озеро в Запрудном. О, ямы что-то здесь. Все, скоро будет поворот на утесик.
знаменитое место для фотосессий. Вино и сыр. Или это еще не здесь? А, это еще не здесь, что ли? Дальше. Ну да. Дальше. Привет, собака. Слышит велосипед и гавкает. Сейчас посмотрим, сколько у нас получилось в утес. Я ездил в том году, но я уже не помню, сколько выходило. Какой-то ресторанчик тут тоже, Жюль Верн, что ли? Или это не Жюль Верн? Что-то ремонт дороги или что? Ну да. А вот этот вино и сыр. И вот еще место, кафе Батя, тоже такое интересное. Все, доехали. Сейчас уже будет заправочка и утесик. Поворот на Санта-Барбара. 23 км до этого места, вот утес, знака. Ну и спуститься километра 3-4, где-то 25, да, получается. Заправочка. Я в том году сюда заезжал, заряжал аккумулятор, когда у меня было 2 аккумулятора на 1000 БХ. Не хватало. По-моему, так, да. Так. О! Спускаемся в утес и в Партенит. Сперва спустимся в Партенит на набережную, а потом поедем в утес. Ну, там оно все рядом. Вон утес, Малый Маяк налево, а утес вниз сюда. Начинается красота.
Виды на море. Собаки гавкают. Привет, привет. Красотище! Погодка супер! Включил на спуске тур. Все равно особо педали крутить не надо. КамАЗ еле идет на подъем. Тяжко. Строят что-то. На спуске прохладненько. Лодка эта стоит до сих пор здесь. Как в том году стояла, так и в этом. Собаки гавкают везде. Привет, привет, собака. Что ты гавкаешь? Ох, солнышко, как хорошо. В теньке прохладно. Открутить надо здесь. А тут на туре можно спешить некуда. Тут, наверное, до самого утеса с таблички той километров 5. Сейчас посмотрим по этому спидометру.
спуск там был. А не, вот спуск в утес, вот он здесь.